Скифы, саки, массагеты. Кто они? Индоиранские или прототюркские племена. Данный видеоролик создан по материалам книги «Тюрки или монголы. Эпоха Чингисхана». Автор Анатолий Оловенцов. Анатолий Григорьевич Оловенцов. Родился в Рязанской области в 1940 году. В Казахстане проживает с 1950 года. Академик Международной академии Чингисхана в Монголии. Имеет ряд публикаций в областных и республиканских СМИ, участник первой международной конференции «Единое шежире казахов» в городе Алматы. Кочевники не смогли бы одержать победу над степью, выжить в столь суровом естественном окружении, если бы не развили в себе интуицию, самообладание, физическую и нравственную выносливость. Арнольд Джозеф Тойнби. Постижение истории. На обширной евразийской степи, простирающейся от Амура до Дуная, на протяжении последних почти 5000 лет проживали многочисленные кочевые племена. Называли их в разные времена по-разному, в зависимости от хронологии и места их обитания. Хунну, жунь-жуани, скифы, саки, авары, булгары, татары, половцы, кипчайки. Полное исследование этой темы по своему объему, видимо, составит не один десяток объемистых томов. Здесь же, пишет автор, я лишь попытаюсь кратко отметить основные векторы формирования племенных объединений и их языковую принадлежность среди кочевников умеренных зон евразийских степей. И начать, видимо, следует от древнегреческого историка Геродота, жившего в 484-425 годах до нашей эры, признанного как отца истории по определению Цицерона, то есть с V века до новой эры. В VIII-IX веках до нашей эры территорию Центральной Азии населяли племена, известные из ахеменидских источников под собирательным названием сака. Геродот и другие античные авторы называют их скифами, иногда азиатскими скифами. По Геродоту скифы и саки одно и то же. Геродот передает нам генеалогическую легенду происхождения скифских царей. Скифы говорят, что их народ произошел следующим образом. В их земле родился первый человек по имени Таргитай, а у него родились 3 сына – Липаксай, Арпаксай и младший Калаксай. Тюркские имена, им 2500 лет. Через 1000 лет мы снова встретим имя Таргитай у аваров, который был советником и послом аварского хана Баяна к византийцам. А еще через 700 лет снова найдем это имя в сокровенном сказании монголов, где упомянут Таргутай Кирилтух, Тайчуудский Найон, который занимался воспитанием ребенка Темуджина. Преемственность в именах явно присутствует спустя тысячелетия. Вот что пишет о них древнегреческий ученый Эфор IV века до нашей эры. Саки, пасущие овец, скифские племена. Они живут в Азии. Потомки справедливых кочевников. Они не гонятся за богатством, друг перед другом честны. Они кочуют в повозках, пьют молоко. Препятствуют развитию частной собственности. Всей собственностью пользуются сообща. Выдающийся русский востоковед Василий Васильевич Григорьев. 1816-1881 годы. В своей монографии о скифских народах-саках. В 1871 году написал: историки классической древности сообщают о саках лишь те или другие черты редкой чистоты и высоты душевной, и ни у одного из них не встречаем об этом народе ничего такого, что могло бы быть обращено ему в укоризну. Нельзя же считать это чистой случайностью, тем более, что и о характере скифов вообще древние не отзываются иначе, как с уважением, упрекая их лишь в пристрастии к выпивке. Выходит, что саки были народом из ряда вон по их прекрасным нравственным качествам. Настоящий панигирик во славу скифских народов. Далее Василий Васильевич Григорьев добавляет: уже в Гомеровы времена известны были грекам в Черноморье молокоядцы Абии, справедливейшие из людей. Херил этими правдивейшими из людей называет саков. От Эфора же мы знаем, что за Пентикопесом, значит около Азовского моря, обитают разные кочевые народы,
отличающиеся особенным благочестием, так, что никто из них не причинит страдания даже животному. Народы, которые перевозят жилища свои с места на место, питаются по-скифски молоком от кобыл, и все достояние имеют общим между собой. Далее Эфор прибавляет к сказанному, что из этих благочестивейших кочевников был и знаменитый мудрец Анахарсис, и что часть их, переселившаяся в Азию, зовется саками. Типичный образ жизни кочевников, который сложился в Великой Степи за тысячелетия и спустя еще тысячелетия, вплоть до XIX века, почти ничем не изменился. И еще от Василия Васильевича Григорьева относительно характеристики саков узнаем от Геродота, о царице Массагетской, Томирис по имени, с которой воевал персидский Кир, высокой личностью, является последняя как правительница, как мать, как женщина, личностью, в сравнении с которой победоносный Кир выходит чем-то жалким и смешным. В переговорах, в войне с ним, обнаруживает она вполне и царственное величие, и преданность интересам своего народа, и благородную уверенность в его и своих силах, и мужественный дух, чуждый всякого колебания, всякой нерешительности. Чего стоит ее поступок с чужеземным завоевателем? Отрубленную голову Кира кочевники бросили в кожаный бурдюк, доверху наполненный кровью, и со словами «напейся же в волю» отправили этот дар на родину царя. Известный востоковед-академик Сергей Ефимович Малов в 1952 году писал: «Я не знаю, где впервые появились, образовались и жили тюрки, на востоке Центральной или Средней Азии, или Сибири, или на западе, в южнорусских степях, или в Волжско-Уральском бассейне. Могу только сказать, что за 5 веков до нашей эры тюрки жили там же, где они живут тем же образом, с малым исключением, и теперь». Бичурин Никита Яковлевич, который известен под именем Иокинф и являлся архимандритом Русской Православной Церкви, жил с 1777 по 1853 годы, основываясь на изучении огромного количества самостоятельно переведенных им китайских источников, считал, что население Казахстана и части Средней Азии уже с глубокой древности, по меньшей мере, с начала первого тысячелетия до нашей эры, является тюркоязычным. А спустя почти полвека тот же ученый уточняет, начальный этап формирования тюркских народов прочно увязывается таким образом с формированием ранней тюркской государственности. Имеет, однако, ту нижнюю хронологическую грань, которая может быть принята за точку отсчета. Такой гранью стало образование Степной империи, в названии которой впервые появилось слово «тюрк». Тюркского эля, или, как мы его называем, первого тюркского каганата. Саму книгу Анатолия Оловенцова «Тюрки или монголы. Эпоха Чингисхана» вы можете приобрести по ссылке в описании. Этим вы поддержите автора. А чтобы поддержать нас, приобретите книгу именно по нашей ссылке. Спасибо. Всем спасибо за внимание. Если понравилось, не забудьте поддержать канал своим царским лайком. Также подпишитесь на нас, чтобы мы могли продолжить радовать вас своими выпусками. Обещаем, будет много интересного.